Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна. Это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24. Сегодня с отцом Дмитрием, клириком Воскресенского кафедрального собора, мы будем говорить о празднике, который отмечается в это воскресенье. И этот праздник связан с крестом, на котором распяли Иисуса Христа. Если я что-то не поняла, объясните, пожалуйста, отец Дмитрий. Вот у нас в студии крест. Да, я принес распятие, чтобы нам опираться именно на этот священный предмет, как орудие, как меч победы нашей над смертью, над грехом. Мы немножко коснемся истории, а потом я расскажу, почему нас это вообще всех касается. Мы вспомним о событиях первых веков, первые века христианства, когда Христос вознесся на небо, все-таки уже возвратился на небеса в теле, в человеческом. Остались его ученики, и остались ученики учеников, которые говорили об этом чудесном событии, о том, что пришел Спаситель, что нужно менять жизнь, нужно уже искать небесное царство, нужно что-то менять в себе, каяться в грехах, уверовать, что Христос пришел спасать нас. И люди за это умирали, то есть их убивали, в том числе императоры, которые не могли смириться с тем, что их власть могла быть разрушена какой-то иной верой. То есть иная вера могла в людях вызвать какие-то другие представления, мысли. Может быть, общество не было бы таким сплоченным. А большинство императоров были откровенными идолопоклонниками. То есть они откровенно служили выдуманным божествам, которым требовалось принесение человеческих жертв, совершение каких-то обрядов такого нехорошего, скажем так, явно греховного характера, да, растления, развращения. Вот. И вот эти императоры, они привлекали к этим своим обрядам, конечно, своих подданных, то есть и своих основных помощников, и в том числе народ. Вот. И на этом фоне, конечно, христиане, они оказывались перед выбором или скрыть, что они верят во Христа, или явно сказать, что они верят, и поэтому поклоняться идолам не будут. Либо даже погибнуть. Да, и поэтому первые века христианства, это первый, второй и третий век, они связаны с огромным количеством мучеников за Христа. Мученик переводится, буквально для нас свидетель своей веры. То есть он засвидетельствовал, сказал: я верю, и по-другому я поступать не буду. Вот. Но уже в 325 году мы знаем, что такое событие удивительное произошло, когда Константин Великий, это был император Римской империи, которая охватывала основную, скажем так, часть всего мира, всей цивилизации просвещенной, да, он обладал огромным таким, скажем так, огромной территорией. И его мать Елена, которая была уже престарелой, ей было 70 лет, вот, она была верующей, была христианкой. И, видимо, под ее влиянием он склонялся к тому, что христиане достойны того, чтобы их защитить, чтобы их не гнать, чтобы прислушаться к их вере. Он был первым императором, который объявил о свободе любой веры, о том, что любой человек, в том числе и христиане, могут исповедовать свободно свою веру и не быть гонимы. И вот царица Елена на старости лет захотела найти крест, на котором был распят Иисус Христос. Для этого Константин снарядил экспедицию, царица Елена уже престарела, отправилась в Иерусалим, то есть мы представляем, с Греции это был достаточно большой путь. И как же это произошло? На том месте, где в Иерусалиме, где произошло распятие Иисуса Христа, Голгофа, на том месте, где он был погребен в пещере, это все было достаточно близко, рядом, на том месте были построены языческие храмы, приносили жертвоприношения языческим богам, и творились различные беззакония, осквернения происходили. В том числе был разрушен в 70-м году от Рождества Христова храм, основной храм, в котором молились все евреи, в том числе Иисус Христос. И все места, которые были связаны с жизнью Иисуса Христа, были так или иначе осквернены. Вообще Иерусалим как город священный для евреев и как город священный уже для христиан, потому что там жил и проповедовал Христос, этот город был поруган
И вот царица Елена решила отправиться, чтобы восстановить эту несправедливость все-таки, как-то исправить эту ситуацию. Нашли 3 креста на месте казни Господа. И нужно было выяснить, какой из них крест Спасителя. А вот все-таки как интересно, отец Дмитрий, прошло 300 лет, вы сказали, Да. деревянный крест, и он сохранился? Но мы не имеем точных свидетельств, как он выглядел. Может, это был фрагмент, может, это была, например, только центральная часть, без перекладин. Может быть, это была как бы уже разрушившаяся. Но доподлинно известно, что нашли 3 разных. 3 разных креста, да. На эти кресты решили положить мертвых людей. Вот. И только положив на последний крест, человек ожил, воскрес. Вот такое вот сохранило предание церковь. И по другому преданию, что на тяжело больную прокаженную женщину крест возложили, она исцелилась полностью. Ну вот церковь склоняется к тому, что человек воскрес. И с этого момента было принято праздновать этот день, как особое такое торжество. Это был день 14 сентября, скажем так, который совпадал с множеством других дат интересных. Во-первых, это было время празднования для евреев праздника Кущей, сбора урожая, одного из 3 основных праздников евреев. Это была Пасха, потом день Пятидесятницы и день Кущей, сбора урожая. Вот. И второй момент, так получилось, что у язычников это тоже был один из праздников. И поэтому для того, чтобы затмить этот нечестивый праздник, было также установлено так вот, празднование кресту. Но что интересно, что этот праздник, он стоял вторым. Первым праздник стоял обновление, то есть вот восстановление святыни города, что сам город Иерусалим должен был быть украшен храмами Божьими, где совершалось бы воспоминание, и прежде всего Евхаристия, литургия, на месте, где был убит Христос, где Он воскрес, где Он лежал во гробе. То есть на месте конкретно гроба Господня был построен Константином Великим храм. То есть это определяется 325 или 326 годом. И только через 10 лет торжественно происходит освящение. Ну, как мы понимаем, что строили достаточно долго. И вот когда очень множество, больше 10 храмов было на территории Иерусалима построено, вот этот вот день освящения называется Днем Обновления. По-царски очень торжественно праздновали этот день. Вот, и установили эту память вот, в честь воскресения Христова. Поэтому этот день еще называется «Воскресение славущее», то есть прославляющее воскресный день. А уже крест Господень, который был найден за 10 лет, он праздновался как бы второстепенно, на второй день. Поэтому у нас 13 и 14 сентября. Ну, то есть вот, по старому стилю. Если попроще сказать, чтобы поняли наши зрители, как правильно праздник называется, который будет отмечаться в воскресенье? Да. Праздник креста? Нет, Как праздник правильно? обновления храма Господня, храма на гробе Господнем. То есть, в общем-то, праздник обновления. Праздник обновления. Да, обновление. И вот тут как раз я перейду из исторической части. В общем-то, хорошо, что построили храм. До сих пор там сходит благодатный огонь, мы это знаем, да? Каждую Великую Субботу перед Пасхой, в разные дни в году сходит благодатный огонь именно перед Пасхой. Именно в этом храме, да, основном храме, который построил Константин Великий. Но ведь мы не только воспринимаем историческое событие, что храм-то построили, что осветили, окропили святой водой, помолились, чтобы Господь снова осветил этот Иерусалим, этот священный город. Но мы говорим о том, что человек, каждый человек в таком же состоянии может находиться. То есть каждый человек, он приготовлен Богом к святой жизни. Каждый человек. Почему мы говорим, что каждый человек – это образ Божий, да, или созданный по образу Божьему? Потому что мы все призваны к этой святой жизни, как Иерусалим. Иерусалим был центром, вот таким вот средоточием обращения взглядов людей окружающих на то, откуда спасение. Вот, из Иерусалима. Вот. И вот так же каждый человек, вот в его сердце может произойти осквернение такое. То есть человек может забыть Господа. Если он христианин, тем более, он может отвернуться от страданий Иисуса Христа, от Его пришествия в мир. Он может забыть о том, что ему вообще-то требуется
предпринять усилия для собственного спасения. И вот когда в душу человека, когда он кается, вспоминает об этом, приходит Бог, Дух Святой, тогда происходит обновление. И вот обновление у нас в храме происходит прежде всего, когда мы молимся с покаянием, и особенно, когда мы исповедуемся в грехах. Происходит обновление, то есть омываем слезами свою душу. Вот. И на следующий день уже празднуется крест Господень, его воздвижение, то есть поднятие наверх, то есть его вытащили из земли, торжественно показали народу в этот день. Вот. И что интересно, этот праздник радостный. Мы еще знаем, что у нас есть праздник поклонения кресту в Великий пост. Это праздник скорбный. Мы поклоняемся страданиям Христовым, Его такой страшной смерти ради нас. А это праздник радости. Тут обрели крест, уже как орудие победы, и на него возливается вода, по традиции, в знак того, что в этот день евреи возливали воду на жертвенник Господень, где приносили жертвы. Вода, как мы знаем, символизирует плодородие, да, вот, скажем так, богатство природы, вот, как знак плодов. Христос принес себя как плод праведности, плод святости, принес себя на крест и был распят. Поэтому с водой еще связано. Конечно, тут очень большая, богатая символика, но мы сейчас знаем, что праздник воздвижения креста оказался теперь выше для нас. Он вышел на первое место. Хотя раньше было наоборот. Праздновали обновление храма, освящение Иерусалима и всего храма. Служба будет как какое-то особенное воскресенье? Да, будет выноситься крест на поклонение верующим, на него будет возливаться вода. Вот, я имею в виду вечером воскресенья. Вот. А накануне воскресного дня, то есть, как обычно мы совершаем службу с вечера, будет просто добавляться молитвословие, молитвы, воспоминания о том, что Бог изволил, как бы дал нам силы и послал людей, которые вот святыню восстановили. И каждому задуматься о том, насколько чиста его душа, Ну, естественно, и сопоставить. Да. Спасибо большое. Это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУА-24. В студии мы разговаривали с отцом Дмитрием, клириком Воскресенского кафедрального собора. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго.